Она складывалась из множества мелких, порой незаметных для глаза деталей. Их на кинопленке и не покажешь. Для чего слет? Для того, чтобы молодые специалисты знали все о своем районе, о его традициях, его лучших людях. Чтобы почувствовали, что они пришли в хороший, добрый трудовой коллектив. Перед молодыми выступили ветераны труда, работники райкома партии, первый секретарь райкома комсомола Зоя Пушкина. Мы покажем всего несколько дней из жизни секретаря. Тех дней, которые мы провели в Красноармейском районе рядом с Зоей. Колхоз России. Торжественно прошел в Караевской средней школе день 1 сентября. Долго его здесь будут помнить. Хорошо поработали школьники летом на уборке урожая, на строительстве животноводческих комплексов. По заслугам и награды. Зоя вручила им почетные грамоты и значки Центрального комитета комсомола «Ударник-73». В хозяйстве кавалера орденов Ленина и Октябрьской революции Егора Лукича Лукина, председателя колхоза России, свято чтут память односельчан, погибших в боях Отечественной войны. 1 сентября здесь открыт памятник. Немало поработала на его сооружении колхозная комсомолье. Взволнованно говорил о погибших войнах председатель колхоза. А Зоя обратилась к молодежи. Скоро молодым предстоит выйти на широкую дорогу жизни. И в этой жизни надо быть достойными своих отцов и дедов. Не в землю нашу полегли тогда, а превратились в белых журавлей. Идет бюро райкома. В комсомол принимают молодых 14-летних. Анкетные данные вступающего в ЛКСМ Семеновой Ольги Константиновны. Год и месяц рождения 9 июля 1959 года. Место рождения деревня Тернопольский Красноармейского района. Род занятий учащийся 8 класса. Образование начальное. Выполняемая общественная работа. Председатель совета дружины. Заявление вступающего. Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ, так как хочу быть активным строителем коммунизма. Подписи рекомендующих есть. Постановление собрания
первичной комсомольской организации Каральской средней школы принят. Зоя хорошо знает своих будущих комсомольцев. Она уверена, что они станут настоящими людьми, настоящими строителями коммунизма, активными комсомольцами. Членом ЛКСМ может быть любой гражданин Советского Союза от 14 до 28 лет, который выполняет устав ЛКСМ и вносит членские взносы, который активно участвует в деле коммунизма. Пожалуйста, вопросы вообще. Что является высшим органом ЛКСМ? Высшим органом ЛКСМ является съезд. Вот, Ольга, как ты учишься? В прошлом году как окончила? Я в прошлом учебном году окончила похвальной грамотой. У Ольги общественная работа, председатель совета дружины. Чем у вас занимается сейчас дружина? Сейчас у нас дружина готовится к 50-летию присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Сейчас дружина в наградах провели отчетно-выборные сборы и взяли планы, чтобы к 50-летию присвоения пионерской организации имени Ленина всем учиться на отлично. Хорошо, молодцы. Пожалуйста, будут еще вопросы? Нет. Какие предложения? Кто за то, чтобы утвердить решение собрания первичной комсомольской организации и принять Семену Ольгу в комсомол, прошу голосовать. Опустите, против. Принимаем тебя в комсомол, Ольга. Желаем всего наилучшего. Пожалуйста, можешь идти. Много вот таких ребят проходит перед глазами Зои каждый год. И потом она и члены бюро внимательно следят за судьбами своих питомцев. Ведь как приятно видеть, что человек, которого ты растил в комсомоле, становится передовым механизатором, агрономом, учителем, врачом. Комсомольский значок.
Комсомольско-молодежная бригада Бориса Додонаса соревнуется с бригадой Алексеева с тракторостроя. Этому соревнованию мы придаем большое значение, ибо стройки обе всесоюзные комсомольские ударные. И в трудовом соперничестве комсомольских бригад рождаются новые почины, находит продолжение трудовой энтузиазм. Но пока... Это значит, сорвался квартальный план. И вот польза... Коммунисты из ГДР закончили раньше плановых сроков. Красные знамена в руках передовиков производства. В первую очередь это их заслуги, что промышленные предприятия республики смогли за 9 месяцев предюбилейного года реализовать сверхплановой продукции более чем на 4,5 миллиона рублей. Чебоксарская ГЭС растет в высоту. За 47-метровой отметкой начал работу новой настройки коллектив – Волжский монтажный участок Ордена Трудового Красного Знамени Всесоюзного треста «Спецгидроэнергомонтаж».
Объектив кинооператора запечатлел монтаж статора турбины первого агрегата. Рубежи и цепи, бедность и богатство сгинут от сияния солнечного века. Загорится пламя равенства и братства и любви высокой в сердце человека. Так писал о революции основоположник чувашской советской поэзии Михаил Сеспель. Он прожил короткую, но яркую жизнь. На торжествах, посвященных 80-летию со дня рождения поэта, выступавшие говорили о том, что Михаил Сеспель не только высоко поднял традиции, предшествующей чувашской литературы, но внес в нее много нового, определившего ее дальнейшее идейно-художественное развитие. Поэт и гражданин, пропагандист и языковед, убежденный интернационалист Михаил Сеспель был совестью своего народа, зеркалом его души. Эти кадры возвращают нас в 1975 год, когда на строящемся Чебоксарском заводе промышленных тракторов собирался первый, опытный, но уже полностью свой образец. Как его ждали! Действительно, как первенца в молодой семье. И был малыш богатырем. Вес за 20 тонн, мощность 330 лошадиных сил. Теперь есть опыт. Конструкторы знают требования эксплуатационников, свой... В Уфимском аэропорту дорогих гостей встретили руководители партийных и советских органов, многочисленные представители общественности республики. Делегацию Чувашии возглавлял секретарь Чувашского обкома КПСС Александр Петрович Петров. Более 300 писателей, композиторов, художников. Однако предположения не оправдались, где ученики осваивают основы будущих профессий. Таким машинным... Традиции проведения в Чебоксарах мотокросса на приз Деда Мороза. Организатор соревнований – спортивно-технический клуб первичной организации ДОСААФ Чебоксарского завода промышленных тракторов. В кроссе приняли участие 80 гонщиков. Среди них 3 мастера и 10 кандидатов в мастера спорта СССР из Куйбышева, Ульяновска, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар из Владимирской области. Вы видите гонку самых мощных мотоциклов до 500 кубических сантиметров. За 30 минут
гонщик должен сделать как можно больше кругов. И на традиционной 7-й военизированной эстафете, посвященной 65-й годовщине Советской армии и военно-морского флота, выступило 35 коллективов завода. В приветствии ЦК КПСС 9-му Всесоюзному съезду МИСАФ говорилось: партия высоко ценит вклад оборонного общества в осуществлении ленинских идей о привлечении широких масс к укреплению обороны. Каждому, наверное, интересно вернуться на несколько минут. Это наша какая-то такая неясная еще мечта. Звездная. Время перестройки и ускорения – время правдивых оценок. 20-й съезд ВЛКСМ честно и откровенно отметил недостатки. Сразу. Ну, конечно, мы разбираемся, как случилось, почему случилось. Вот резвитель попался, исключается из комсомола. Только одно право – на энтузиазм и авралы. Хуже всего, когда слова расходятся с делами. Это верный способ подорвать любой авторитет. Комитет комсомола развернул соревнования молодых за право быть бойцом МЖК. Чтобы попасть в заветный список, надо быть хорошим производственником и общественником, активно участвовать в субботниках. Вдруг выясняется, обещали, а денег на строительство не дают. Потом выделили половину обещанного. А на следующий год неясность. У нас из желающих по цеху человек 100. Ну, записалось где-то 54 человека. Потому что остальные не уверены в том, что они действительно получат. Хотя мы на собраниях убеждаем, стараемся, чтобы они приняли участие. Сорвется дело, как людям в глаза смотреть? Проще всего найти тихий уголок. Бригадиру подошла, он мне говорит: ты контролер, ты проверяй. Я здесь что хочу, то и делаю. Ну, это меня взбесило. Я говорю, если на то пошло, я пойду к начальнику, я пойду вплоть. Но больше всего нас удивил отказ Татьяны заниматься шефской работой. Ну, знаете, тут много причин. Во-первых, я только начала с парнем встречаться, я хочу хоть наладить свои... Назначено собрание вожатых. И мы гадали, придет Татьяна или не придет. Пришла. Характер победил. Пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Остается добавить одно. Помните Сергея Долбилова? Ну, тот, что не пошел на конференцию. Так вот, теперь он тоже изъявил желание поехать в пионерлагерь вожатым. В этом поступке, пусть небольшом, но в ряду других, нам видится... Почему сюда направлен самый большой студенческий строительный отряд республики. В сводном отряде около 400 бойцов, студентов разных вузов. Управляющий стройтрестом номер 5 Владимир Петрович Демин определил задачу сводного отряда. За 2 месяца трудового семестра студентам предстоит освоить 500 000 рублей.
Мы из отряда «Бригантина», из города Техникума железнодорожного транспорта, Министерства путей сообщения. А мы из Чебоксар, отряд «Пламя», университет. Мы приехали сюда из 3 венгерских городов, из Эгера, из Джандёша и из Сегеда. Мы помогаем здесь строить тракторный завод, а ваши студенты у нас в Эгере строят микрорайон. Наступает вечер, и над Волгой звучит венгерская песня. Песня с берегов Дуная. Diákok járnak strandba kulcsba, csiszi, csiszi, csisz, csosz, in nomine patris, virágsokkal. Город, как водится в праздники, полон гостей. Чуваши могут гордиться своей столицей. В столетие республики прибыла делегация Российской Федерации во главе с членом Президиума ЦК партии, председателем Совета министров РСФСР Дмитрием Степановичем Полянским. За великую свободу, чем прекрасен человек, слава русскому народу, брату старшему навек. Так выразил мысли и чувства своего народа чувашский поэт Хузангай. Новая светлая судьба чувашского народа. 25 июня на Советской площади Чебоксар состоялся многотысячный митинг, посвященный открытию памятника Владимиру Ильичу Ленину. Торжественная минута. В счастливой доле народа, в его великих свершениях твое бессмертие. На свете равных нет моей отчизне. Она труда и мира бастион. И каждую минуту нашей жизни по-ленински жить и трудиться, по-ленински все постигать. Таков девиз нашей молодежи. В ее руках эстафета строительства коммунизма. Нужно быть сильным, смелым, неутомимым. В дореволюционной России чувашский народ был обречен на вымирание. Десятки тысяч жизней уносили болезни. Почти половина населения была поражена трахомой. А теперь, посмотрите, в мускулах сталь, в телах красота, любая доступна таким высота. Экономика и культура Чувашии достигла невиданного расцвета. На трибуне председатель Совета министров Чувашской республики товарищ Ярлаков. До революции, сказал он, Чувашия производила рогожные кули, лыка до мочала. А теперь в республике 300 крупных предприятий. Чувашия стала одним из центров. Развивается текстильная промышленность, освоен выпуск красочных набивных тканей. Славится красивая и удобная мебель Шумерлинского комбината. Новоселам она особенно по душе. Природный парк в окрестностях Чебоксар стал местом большого народного гуляния, праздника, песни и труда. В республике 50 тысяч человек занимается в кружках самодеятельности. Пусть песня славы мчится в далекие края. Чувашия родная,
«Республика моя». Сводный пятитысячный хор поет праздничную песню чувашского композитора Лебедева, написанную к юбилею. А вечером над Волгой вспыхнули огни праздничного фейерверка. Чувашская деревня Шоршево. Родниковые ключи, чистый воздух, родина. Самый дорогой, самый желанный, радость и гордость матери. Помните тех, кто отстоял нашу правду с оружием в руках. Тех, кто не вернулся. Мы гордимся таким земляком. Человек-легенда. Василий Иванович, гордитесь и вы, сыновья и дочери. Павшие герои. Как бы вы порадовались, взглянув на родной край сегодня. Хранить в душе огонь любви к людям.